Их называли варварами, их обвиняли в кровожадности. Римские историки писали о свирепых славянских племенах, вторгшихся на земли империи. Миф о дикости славян, появившийся в эпоху великого переселения народов, востребован до сих пор. Но есть ли у него реальные исторические свидетельства? И кем на самом деле был герой британского эпоса, знаменитый король Артур? Его можно назвать, без всяких преувеличений, самым известным героем европейской истории и литературы. Его образ овеян легендами. Сказания о первом рыцаре и его вассалах – любимая тема сценаристов Голливуда. Вряд ли найдется тот, кому нужно объяснять, кем был король Артур. Такой вот очень яркий образ благородного рыцаря. Он был носителем вот тех рыцарских качеств, он был защитником. Человеком, который никогда ни в чем не мог отступить от того, что мы называем благородство. В хрониках Британии его называют первым английским королем. Воспитанный Мерлином, волшебником-друидом, Артур ничего не знал о своем царственном происхождении, пока не увидел знаменитый на всю страну меч, воткнутый в камень. Никто не мог достать оружие, а надпись на камне гласила: «Вытащить меч сможет только король». Разумеется, Артуру это удалось. Артур рождается как король Британии только в тот день, когда извлекает меч из камня. Его жизнь – это жизнь его меча. Артур – стальной герой, герой-меч, герой, отождествляемый со своим мечом. Просто в артуровском романе то, что когда-то было мифическим, стало символическим. Меч – это символ его жизни. Своей столицей великий король сделал город Камелот. Там, по легенде, в тронном зале стоял круглый стол, за которым собирались первые в Европе рыцари. Отсюда они отправились на поиски святого Грааля, чаши, похищенной племенем саксов, захватившим тогда Британию. Именно из этой чаши, согласно легенде, пил во время тайной вечери Иисус. Если верить сказаниям, рыцарям круглого стола удалось даже найти эту чашу. Однако, несмотря на всю мифологичность образа, ученые давно признали, что исторический прототип у легендарного Артура и впрямь существовал. Это действительно был один из крупнейших британских вождей. Но как Артур появился в Британии? К какой нации он принадлежал? Ответ на этот вопрос был дан совсем недавно и моментально стал одной из самых больших исторических сенсаций века. Прототипом короля Артура послужил аланский царь Гуар, который правил в Северном Аланском королевстве в IV веке. Это район со столицей в Орлеане. Он там правил. На первый взгляд это может показаться абсолютно невероятным. Король Артур был аланом. Первый английский король пришел из скифских земель, ведь нынешняя Алания или Осетия в начале первого тысячелетия принадлежала скифам. Но как это возможно? Однако сегодня этот факт признан историографами самой Великобритании. Известный современный историк, уроженец Англии Говард Рид заявил: в ходе многолетних совместных исследований ученых России, Великобритании и Франции удалось выяснить: легендарный король Артур, эталон западноевропейского рыцарства, действительно был аланом. Главная варварская группа, которая была размещена римским авторитетом, римским правительством в V веке, это, конечно, аланы. Эти аланские группы были очень подвижные. Мы знаем, что в начале 440-х годов две важных группы алан были размещены в Галлии. Первая около города Валенс, это в юго-восточной Франции, на римской дороге в Италию. И другая, вероятно, большая группа на севере от реки Луар и на севере от города Орлеан, где маленькое аланское царство, можно сказать, просуществовало всего 10-15 лет. Известный российский режиссер Тимина Туаева историей короля Артура занимается уже не первый год. Ее фильмы «Кто ты, король Артур» и «Аланы. Дорога на запад» хорошо известные в нашей стране и за рубежом, отмечены несколькими престижными наградами.
По словам Туаевой, следы пребывания Алан в Европе она видела собственными глазами. В итальянских Альпах есть Аланские горы. В Пиренеях есть Аланский проход, Аланский перешеек, Аланский переход. Они захватили Испанию, правда, были там недолго, 3-4 года всего. Потом они под напором из готов, они ушли, захватили корабли римские, погрузились и переплыли через Гибралтар и основали на севере Африки королевство. Несколько раз захватывали Рим, разграбляя его. Потом и, в общем, как бы управляли вот этим регионом. Тимина Туаева рассказывает, для нее книга Говарда Рида о варварских корнях английского короля стала настоящим откровением. Когда в руки попала вот эта книга Говарда Рида, конечно, это была сенсация. И вот тут возникла мысль, а почему бы ее не экранизировать или хотя бы исторически подтвердить, документально подтвердить те факты, о которых он говорит. Мы поехали в Англию, мы с ним познакомились, он приезжал к нам в Осетию, и вот мы сняли эту картину. Это была сенсация, конечно. В процессе работы над фильмом режиссеру удалось найти новые доказательства пребывания аланских племен в Европе. Более того, серьезные исследователи, с которыми Туаева встречалась в Португалии, Испании и Франции, подтверждали реальность теории Говарда Рида. В моих руках аланский меч, который был обнаружен несколько десятилетий назад в городе Бейжа, в древнем монастыре Санта-Клара, в гробнице. Такой меч очень сложно найти не только в Португалии. Как бы то ни было, нам повезло, и меч сохранился. Он очень хрупок. Мы знаем, что этот меч принадлежал Алану.